Специальный алгоритм для организации учебного процесса во втором полугодии разработала рабочая группа при Министерстве образования. Студенты смогут выходить на учебу, но только для лабораторных и практических занятий. Об этом сегодня сообщили представители Министерства образования. Для студентов-магистрантов выпускных курсов по всем направлениям подготовки специальностей, для студентов медицинских специальностей, для студентов младших курсов, за исключением выпускного курса, направления подготовки специальностей, за исключением медицинских. Учебный процесс организуется с использованием смешанного обучения, с объявлением следующего алгоритма. Лекционные занятия по дисциплинам всех циклов учебного плана проводятся в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий. По словам Надиры Джусубековой, заместителя министра образования и науки Кыргызстана, по решению местных властей и работников санэпиднадзора во всей республике школы начали выходить на реальный режим обучения. Бишкек начнет обучать в третьей четверти, если будут благоприятные условия. Недели еле-еле терплю, дома сидеть, на улицу не выхожу. Надоело, еще месяц что ли? Пошел он в бане, подлец. 237 школ у нас вышли на реальный режим обучения. В Орской области 547 школ, в Чуйской области 299 школ, в Иссыкульской области 191 школа, в Таласской области 111 школ, в Нарынской области 142 школы, в Джалалабадской области 333 школы, в городе Ош 55 школ. Девочки, у кому-нибудь лишний мальчик не приехал, не пришел? Мухаммед, не пришел, ни у кого нету, что-то у меня внук домой не пришел. Эй, какой мальчик, белый, черный? Я пока не знаю, когда все ложатся спать, посмотрю, мальчики все на месте. Если лишний будет, отдам. На сегодняшний день ученики неактивно вовлекаются в учебу из-за онлайн-обучения. Как говорит Кенишбек Сайназаров, эксперт в системе образования, мотивация и ресурсы учителей тоже исчерпываются. Он также напомнил, что в этом году заработная плата у учителей увеличилась на 30%. После перехода на онлайн-обучение зарплата осталась такой же. Очень трудно сказать, потому что здесь, я бы сказал, здесь принимает решение республиканский штаб, хотя со стороны системы образования очень много делается и аргументы приводятся к открытию, хотя бы частичному открытию образовательных учреждений, но, к большому сожалению, пока окончательное решение не принято. Точная дата, когда ученики и студенты выйдут полностью на офлайн обучение, пока неизвестна, но школы частично уже начинают работать. По всей республике 1915 школ обучаются в реальном режиме. Айджан Аманова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.